Здравствуйте, я Пьер Кристиан Браше. Это программа о России, и я ее веду. Сегодня мы перенесемся на Северный Кавказ, где живут абазыни, и поговорим о традициях и о жизни этого народа. У нас в гостях Михаил Семенович Трайцухов. Он доктор исторических наук, заведующий отделом истории Института гуманитарных исследований при правительстве Карачаево-Черкесской республики. Михаил Семенович, добрый день. Добрый. Я вам предлагаю сразу посмотреть наш первый сюжет. Вообще, как сформировался вот народ и до какой территории? Прежде всего, надо сказать, что абазины и абхазы – это родственные народы. Они обитали в древности на территории Абхазии первые, вторые века нашей эры. Когда образовалось Абхазское царство, они объединились, как абсилы, так и абазги. Абсилы – это идентично самоназванию Апсуа, абхазов, а абазги самоидентично самоназванию абазин, абаза. В VIII веке образовалось Абхазское царство. В VIII веке нашей эры. В X веке выделилась из абхазской народности абазинская народность. На территории от устья реки Бзыби возле Пицунды до реки Ничепсуха возле Туапсе. И будет на этой территории уже до 20 века? Что происходит? На этой территории они были до 13 века. То есть до нашествия монголо-татар на Северный Кавказ, нашествие монголо-татар в 13 веке, когда они опустошили от реки Лабы, Карачаево-Черкесии до реки Терек, что в Чечено-Ингушетии, места свободно оказались, а потом абазины вместе с адыгами частично переселялись на Северный Кавказ. После нашествия монголо-татар. Эта земля была уже пустая. И я так понимаю, что абазины – это две группы или два этноса. Так и есть? Или... Не два этноса. Абазины один этнос, но две этнические группы. Две этнические группы. Что их разделяет вообще? Или они... Их разделяет только диалекты. Есть топанский диалект, есть ашхазский диалект. Только вот это разделение. А так это единый народ, это единый этнос, безусловно, единый язык. Ну, скажем, славяне, восточные славяне и южные славяне, они на разных диалектах. Также здесь. Есть топанта диалект, есть ашхазский диалект. И сегодня существуют эти диалекты. А вы на каком языке говорите? На топанском. Ага. А вот как вы бы сказали, что вот я очень рад сегодня быть в вашем студии, на абазинском языке? Мне очень приятно, что вы пригласили сегодня на эту встречу. А кто вас понимает на Северном Кавказе, кроме абазин? На Северном Еще Кавказе... какие народы вас понимают? Нет, никто, кроме абхазов. Никто? Да. Интересно. Давайте посмотрим на следующий сюжет. Пожалуйста. Чтобы вот приготовить или изготовить барабан, прежде всего берется фанера и режется на полосы. Вот на такие полосы по размеру. Вот родился на ваших глазах барабан, доул. И послушайте, как он, который собран на ваших глазах, звучит.
Ну вот на барабанах мы видим абаза, мы видим ладон и мы видим звездочки. Что это означает? На барабане нарисована раскрытая ладонь и 7 пятиконечных звездочек. Они символизируют 7 абазинских княжеских родов, которые были в абазинском этническом развитии. Это Лововы, Дудуруковы, Бердовы, Клычевы, Кячевы, Джантимировы и Кизылбековы. Это своего рода почитание, что ли, кто как хочет, наверное, интерпретирует, но факт то, что это 7 звезд на раскрытой ладони означает вот это. Раскрытая ладонь присутствовала в старом городе Сухуми, тогда Севастополис назывался, на генуэзских флагах. Видимо, это традиционно. Это было, конечно, естественно, в пределах раннего Средневековья. И когда этот появился флаг в Севастополисе, то есть нынешний город Сухуми, и этот флаг оказался, естественно, традиционным для наших народов в раннем Средневековье, даже в античное время. Вот вы несколько раз повторили слово «княжество». Это очень сильно влияло на структуру общества и на структуру и на культуру. На структуру общества, конечно, влияло. И как и многие другие княжества других народов. Это само собой разумеется. Это многим это известно. И потому ее влияние, конечно, в отношении культуры не так уж, а вот в отношении экономики, социального развития, на самом деле, княжеские роды влияли в обществе. А как долго длится вот эта структура, как государственная или политическая, с княжеством? Ну, это смотря у кого как. Ну, например, у Абазин она, естественно, длилась до начала пролетарской революции. Конечно, после революции не было. До конца 19 века вот эта структура существует. Пока эпоха меняется, так сказать, другими совершенно атрибутами политическими, идеологическими. Поэтому она продолжалась. Интересно. Давайте посмотрим наш следующий сюжет. Мы, абазины, очень маленький народ. Нас где-то 35-33 тысячи. Издревле занимались наши деды, прадеды, занимались пчеловодством. Мой отец занимался пчеловодством, дед занимался, дедушкин брат занимался пчеловодством. Раньше у наших дедов вообще у абазин была своя порода пчел, очень выносливая была. У нее зимостойкая она была. С 3 уликов я начал. Сейчас у меня около 70 пчелосемей. Детей надо приучать с малого, чтобы они не боялись пчел. Например, меня иногда кусают до 50 пчел. Организм привык. Надо дымком сперва, чтобы улик открыть, 1-2 клуба дыма пустить туда. И начинаем осматривать семью. Тут примерно где-то 3-3,5 килограмма меда. Это видите? Вот эта пчела выходит с ячейки, сейчас она ячейку разгрызает, она сама выходит оттуда, потом сама чистит свое жилище. Матка карпатской породы, вот за нею свита ходит, видите, пчелы, нюхают ее. Это охрана ее пыльца, вот. Вот видите, на ножках у нее пыльца вот это, белковый корм, расплода не кормят. Чтобы собрать 1 килограмм меда, пчела должна посетить 10 миллионов медоносных цветков, чтобы собрать 1 килограмм меда. Это сколько надо труда. Пчеловодство будет успешным, если пчеловод сам будет трудиться, как пчела. Пчеловодство Абазин было развито вообще с древних времен. А это не только сегодня, там, или в 19 веке, или в 18. Ну, по источникам я говорю, что это было развито давно, с древних времен практически. Вы считаете, что вообще пчеловодство это есть знак культуры Абазин? Нет, знак культуры, так сказать, пчеловодства нет. И, кроме пчеловодства есть, которые они занимались другими, например, занимались кузней. У Абазин было развито кузнечное дело, и она, конечно, практиковалась везде,
во всех аулах, во всех адыгских, во всех нагайских, карачаевских, кабардинских, адыгейских, вообще на всем Кавказе. Кузня даже почиталась, молились возле кузни. Почему? Потому что кузнечное ремесло выдвигалось на самый передний план из всех вообще ремесел. Давайте у нас еще один сюжет, тоже сладкий, как и мед. Будем готовить традиционное абазинское блюдо халву. Положили в котел масло топленое. Когда масло закипит, мы добавим муку. Это обрядовое блюдо, очень древнее. Его готовили обычно на свадьбы. Будут готовить, прожаривать вот эту муку до готовности. Готовность определяют до появления там специфического характерного запаха. Это только лучшие кулинары могут определить готовность. Сироп пока варится. Они мастера. Это передержать, не додержать, это очень много значит. Какие-то там несколько мгновений, и оно может испортиться. Горячая вот эта мука должна быть, вот, чувствует ладонь. На ладонь вот. Вот ладонью. Пока мука жарится, наливаем литр воды, добавляем еще стакан, 1 литр, и стакан воды добавляем 5 килограммов сахара и варим сироп. Потом выключаем, помешиваем, пока не засахарится. Ждем, пока мука прожарится, и туда выливаем вот этот сироп. Так, это папе надо. Мама узела. Ага. Добавляем сметану. Сметана смягчает. И вот здесь надо доводить до конца. Здесь надо мешать, мешать. Секрет приготовления передается из поколения в поколение. И рука должна быть привычной. Человек должен чувствовать запах, там, вот эту консистенцию определенную. Пробует обычно старшая из мастериц готовность халвы. Если на языке останутся кусочки халвы, халва не удалась. У нее сейчас получилось, у нее халва тает во рту. Украшалась вот носовыми платочками, красивые кончики с духами, края обвешивались. Орех – это единственное дерево, где плоды расположены попарно. Вот так располагаются плоды попарно. И орех считался у абазин символом семейного счастья. И обязательно, когда к свадьбе готовили, сюда цепляли орехи. Их убедить, что туда можно что-то другое добавить. Ну вот халва, это ваш культурный знак? Халва, да, традиционно не только у нас, вообще у адыгских народов и у абазин. Вот те, которые исполняли вот эту халву, ну, я знаю одну из них, но там она сказала, что халву, значит, готовят на свадьбе. Халву не только на свадьбах. Халву готовят при рождении ребенка на свадьбах, как она сказала, и на поминках. Вот в чем отличие, вот, например, рождения ребенка. Халву готовят тоже красочно, это праздник же, красочно готовят. А вот на поминках ее так нельзя готовить, на поминках. Вот как при рождении ребенка и на свадьбах. Там не придают какой-то красоты, которую мы видели здесь на картинке, там со сладостью и прочее. А тем более со спиртным, это отсутствует. А почему именно халва?
Почему? Потому что это все-таки связано с земледелием. А земледелие всегда, она обогащает и жизнь, и духовную жизнь, и традиционную жизнь. И она, вот, скорее всего, связана с землей. Это все-таки пшенная мука, и которая традиционно используется всегда, испокон веков. А еще какие блюда просто являются вашим знаком? Если вы бы открыли завтра ресторан на Абазин в Москве, что вы бы предлагали? Мамалыга с сыром, как у абхазов. Ну, это я люблю, я так говорю, наверное. Есть и другие, вот там дзерза, такое, значит, сырое мясо, которое, значит, скоптили где-то на дома или в других условиях на огне, маленьком таком огне, и его могли сжарить. Вообще, в принципе, вот так. Баран или... Это может быть и баранина, конечно, и говядина. Только вот эти. Баранина и говядина. Вот А вина. местное вино есть вообще? У Местное нас, вино? к сожалению, нет местного вина. Это в Абхазии. Ага. Слишком высоко или нет традиций? Вообще нет традиции. Вот сейчас, в данный момент, в данной ситуации у нас нет этой традиции. Традиция будет, когда виноградарства много. И будет виноделие. А если виноградарства нет, то и не будет. И вина. Да, и традиции не будет. Ну вот вы напоминали там 3 главные праздники, а вообще еще какие праздники главные в жизни? Ну, естественно, это дни рождения, юбилейные, скажем. Это тоже праздник своего рода. И мусульманские, естественно. Мусульманский, естественно, да. Это окончание уразы, там, скажем. Но вы где-то, вы говорите о том, что с одной стороны культура очень близка к Абхазии, а с другой стороны Абхазии это крестьянины. Они, да. А вы мусульман. Да. А адыгеи мусульман. С кем вы ближе? Вы знаете, вообще наши древние предки, абазы, они приняли христианство у Византии в VI веке нашей эры. Предки наши были христианами недолго, лет там 10, веками, но до этого язычниками были. Язычники. Потом христианство приняли в VI веке. Естественно, это долгая история. Поднимала эта история, конечно, очень много таких моментов. Но когда здесь мы столкнулись вот из Турции, прежде всего, ислам-то появился от турков и в Абхазии, и у нас, и везде. Это было в конце XVIII века. Поэтому эта религия навязана, религия. А навязанная религия никогда не устойчива. Значит, вы в VI веке до России принимаете христианство. Да, это в VI веке приняли. Абазии приняли. Да. Наши предки прямые. И в XVII веке В XVIII вы веке. принимаете уже ислам. Ислам. И в этот момент еще ваш народ живет на прекрасной территории, и вдруг какое-то количество людей решает уйти. Мухаджирство. Ну вот как это происходит? Каким образом вдруг часть народа решает уйти? Вы знаете, Или как это произошло вообще? это часть народа, конечно... Это мухаджирство, да, называется? Мухаджирство, да. Это арабское слово переселенец, которое означает. Оно связано с Кавказской войной, прежде Это всего. 19 век уже? 19 век, конечно, это связано с Кавказской войной. Вы, наверное, знаете, все это знают. Это были изгнанники, это есть такие, не то что факты, это на самом деле, это трагедия народа. Выселяли со своих мест, погружали на корабли и покидали свой отчий дом, свой край, свои родные места. Есть те, которые ушли по причине для поклонения гробу Магомета в Мекку. Таких немало. На богомолье в Мекку. Есть еще другие факты. Если сосед, скажем так, образно, собирает свое имущество, продает и уезжает. Это примером послужил своему соседу. Сосед тоже собирается и уезжает.
Вот такие цепочки, которые, так сказать, принесла Кавказская война. Это драма для вашего народа? Это страшная драма. И это невосполнимо. Понимаете, вот то, что покинули, да, то, что оказались там. Вот оказавшись там, не только одни абазины, это адыги, естественно, абхазо-адыгские народы оказались прежде всего там. И, знаете, они оказались там без еды, без земли, без жилья. Им Турция тоже обещала, что вот вы будете в раю жить. Этого рая не было. Они умирали, к сожалению, тысячами. Даже некому было похоронить их. Понимаете, вопрос, я считаю, что вот вопрос до сих пор, это вопрос открытым стоит. Кто прав, кто виноват. Вот кто прав, кто виноват в этой войне. Вот те, которые остались, я имею в виду абазин, которые не депортированы, не попали вот в насильственную миграцию. Вот какова судьба оказалась? И сравним судьбу тех абазин, которые живут в Турции. Вот я имею право провести параллель и сказать свою точку зрения. Я несколько раз вижу там, и я здесь родился, и я вижу, как абазины себя чувствуют в пределах России. Вы знаете, все познается в сравнениях, говорят. И я познал в сравнениях турецких абазин и абазин России. Это небо и земля. Знаете почему? Россия постаралась, не имея значения какими способами. Да, способы были. Это местные расвизители абазинские были в свое время. При контакте с представителями русской интеллигенции, русских ученых, которые приезжали к абазинам, сделать абазинский алфавит, создать для абазин. Посадили абазинских детей за парты на своем родном алфавите. До этого была арабская графика. Родной алфавит. Заимели абазины. Оставшиеся абазины. И благодаря русской интеллигенции, благодаря той политике, идеологии, которую проводила. Нет, я не говорю дифирамбы, извините меня. Я вот говорю, как есть. У нас еще один сюжет, который мне близко, потому что очень похож на французская игра «La pétanque». Давайте посмотрим. Игра является абазинской игрой. Наши деды играли, мы играли. И игра в альчики, если такой перевод на русский язык сделать, а на абазинском языке «уаллы» так и называется. Вот этот альчик является косточкой из сустава коленного задней ноги мелкого рогатого скота. Вот эти альчики принесла внучка одного старика, которому было за 80. И с тех пор прошло где-то около 40 лет. Ему тогда было 80 лет. Ой, этот старик играл, будучи мальчиком. Вот эти белые альчики. Это расстояние, с которого кидают вот эти. Даже затрудняюсь сказать, сколько лет этой игре. Надо попасть. Ай, не попал. Кидай. Ты шерба. О, молодец, попал. А что будет через 100 лет с этой культурой абазина? Если мы не убережем эту культуру, и если мы достаточно не будем прививать подрастающему поколению, начинать с самых маленьких, если мы сможем это очень трудно это делать. Почему кому бы не взять вот это, внедрить в традицию вот наших предков, которые вот играли этим? Спасибо.
Мы сегодня побывали на Северном Кавказе, где живут абазины. И Михаил очень трогательно нам рассказывал судьбу этого народа, но и в том числе, как до сих пор жива культура. И как, может быть, завтра еще эта культура будет жить, и язык будет жить. Я еще много буду вам рассказывать и о других народах России. Au revoir, скоро увидимся.